Здравствуйте! В государстве Алания 18 часов и в прямом эфире информационный выпуск сегодня. С вами Ирина Кусраева и вот главные темы дня. День астинских средств массовой информации. В преддверии праздника состоялось награждение на высшем уровне. Прием граждан по личным вопросам. Генок Аджаев принял жителей столицы. Для достижения еще больших успехов юго-астинские пловцы приняли участие в тренировочных сборах в Краснодарском крае. В преддверии Дня астинских СМИ президент Алан Гаглоев наградил работников этой сферы. Глава государства поздравил представителей средств массовой информации с профессиональным праздником и пожелал им дальнейшей плодотворной деятельности. Репортаж Розы Тедеевой. Президент Алан Гаглоев вручил государственные награды представителям масс-медиа республики в преддверии Дня национальных средств массовой информации. Глава республики отметил роль журналистов в деле государственного строительства и формирования общественного мнения. Становление журналистики в Южной Осетии проходило в сложнейших условиях, особенно в период, когда нашему народу приходилось отстаивать свободу и независимость молодого государства. На журналистов была возложена тяжелая задача – прорывать информационную блокаду, в которой находилась республика, доводить объективную информацию о происходящих в Южной Осетии событиях до мирового сообщества. Трудно переоценить те заслуги и те подвиги, которые провели работники средств массовой информации. Когда на нашей земле проливалась кровь, когда все средства массовой информации мировые препятствовали и работали против вас. Mexe vakok kettat, se földből sztájai várzunkúrtat. Ott elüteheim me fendeshemen, jimmiak ejterne szár magun ejderokemen, de restörbüznek záhó. Ежедневно общество ждет своевременной и объективной информации, и каждое средство массовой информации должно отвечать этим требованиям, считает глава государства. Руководство республики будет оказывать необходимую поддержку республиканским масс-медиа. Umensen sorgkenis. Altiderén boronnak kot potjachot, kot hisavot, hoftas mohan, wachibenotis, semej iristuna, jodani meime, jajdosinot kokkenot. Mie kokkengederkenut boron, se benotis wakusten. Jémese föderbunkhas, me sassuabun, tartar der iristuna szerveltó, me iristuna szobrasinoden szaroz. Umegeszken olhottar nezerbe zahel. Nögyederen teszteten a moh, olsüder szorosüster, semej, uekőszprozmesel, olhottar, forsznapolerüster. В канун профессионального праздника президент присвоил почетное звание «Заслуженный журналист Республики Южная Осетия» сотрудникам изданий «Республика» и «Южная Осетия» Рене Козаевой и Алле Гергауловой. За заслуги в области журналистики Алан Гаглоев вручил также медали во знаменование десятилетия победы в Отечественной войне народа Южной Осетии специалистам, которые долгие годы посвятили работе в национальных средствах массовой информации. Государственными наградами президент республики отметил также труд сотрудников Комитета информации и печати, а также специалистов разных отделов, которые много лет работают в сфере средств массовой информации. Бухгалтеру газеты «Республика» Залине Джагаевой присвоено почетное звание «Заслуженный экономист». Генеральный директор производственного полиграфического объединения Мадина Икаева удостоилась звания «Заслуженный работник культуры». Глава государства вручил также почетные грамоты президента. В числе награжденных и наши коллеги, режиссер монтажа Ирина Гогинова и ведущая информационной программы «Абон» Алина Кисева. Роза Тедеева, Сармат Гузитаев, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня.
Указом Алана Гаглоева назначен новый начальник государственной службы охраны. Им стал Кочиев Андрей Александрович. Еще одним указом глава государства назначил Тукаева Андрея Георгиевича заместителем председателя КГБ. Указы вступают в силу со дня их подписания. Генеральной прокуратурой проводится расследование по факту смерти жителя столицы Сармата Кумаритова. По подозрению в совершенном преступлении задержан сотрудник госохраны. В отношении него Цхинвальским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Подробности в сюжете Елены Газаевой. Сотрудники Министерства внутренних дел Республики Южная Осетия, подозреваемые в превышении должностных полномочий, повлекших за собой смерть жителя города Цхинвал Сармата Кумаритова, задержаны. В ходе расследования уголовного дела по факту гибели Сармата Кумаритова следствие вышло на сотрудников правоохранительных органов, в отношении которых возбуждено уголовное дело, и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственным управлением Генеральной прокуратуры РИО было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. По данному уголовному делу задержан сотрудник государственной службы охраны РИО, и в отношении него Цхинвальским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. В настоящее время в отношении сотрудников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, военной прокуратурой проводится весь комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также возможной причастности и других лиц к совершению данного преступления. Также Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Южная Осетия расследуется уголовное дело в отношении представителя ООО «Русстройсервис». В ходе расследования установлено, что представитель фирмы ООО «Русстройсервис» по ранее заключенному договору субподряда с ГУП «Дорекспострой» взял на себя обязательства по реконструкции старого и возведению нового моста по улице Тринадцати коммунаров города Цхинвал. 27.10.2021 года на расчетный счет ООО «Русстройсервис» с расчетного счета ГУП «Дорекспострой» поступили денежные средства в размере 12 миллионов 914 тысяч 363 рубля авансом. Из вышеуказанной суммы 8 миллионов 702 тысячи 760 рублей представитель ООО «Русстройсервис» перечислил за железобетонные изделия ООО «Капитал Инвест», расположенный в городе Владикавказ, Арсеваланя. По настоящее время вышеуказанные железобетонные изделия в Республике Южная Осетия не были привезены. Остальные денежные средства в размере 4 миллиона 125 тысяч рублей представитель ООО «Русстройсервис» снял со счета и истратил их по своему усмотрению, тем самым причинил ущерб государственному бюджету Республики Южная Осетия. В рамках расследования уголовного дела подозреваемым 18 июля 2022 года был возмещен причиненный ущерб государственному бюджету в размере 4 миллиона 125 тысяч рублей, которые в последующем будут переданы в ГУП «Дорекспострой». Также в настоящее время проводится работа по перевозке вышеуказанных железобетонных изделий из Республики Северная Осетия Аланя и также передачи их ГУП «Дорекспострой». В рамках расследования уголовного дела подозреваемым был возмещен материальный ущерб, причиненный государственному бюджету Республики Южная Осетия в размере более 4 миллионов рублей. И решается вопрос по перевозке вышеуказанных железобетонных изделий в город Цхинвал и передаче их в ГУП «Дорекспострой». Лена Газаева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня. Решение жилищного вопроса, улучшение качества питьевой воды, благоустройство придомовых территорий не только. Сегодня глава администрации города Цхинвал Генок Аджаев провел прием граждан. В озвученных горожанами вопросах мэр города разобрался детально и определил пути их решения. Стелла Бязрова подробнее. С самого утра к новому главе городской администрации выстроилась очередь. Люди приходят с разными вопросами, однако самым злободневным остается жилищный вопрос. За один неполный рабочий день Генок Аджаев успел принять более 80 человек. Для нас важен чистый город. Как вы понимаете, меня назначили сюда не просто так, чтобы мы время проводили, а чтобы реально это отразилось на жизни города, на чистоте. Вода, благоустройство, все прочее – это наша прерогатива, как говорится, и мы будем заниматься этими делами.
Глава городской администрации успел ознакомиться с работой жилищной комиссии. По его словам, есть много недочетов, которые в самое ближайшее время будут устранены. Поменяют и состав комиссии по распределению жилья. В принципе, состав неплохой, хороший, есть там депутаты, ребята с разных этих направлений, вот местные наши, знающие это дело, да. Но несмотря на это, 2-3 человека мы введем новые, там нам надо, в связи с тем, что вышел председатель комиссии из состава, написал заявление об уходе по собственному желанию. Одной из первоочередных задач, которые поставил перед собой новый мэр, это улучшение качества питьевой воды. Он уже дал поручение соответствующим службам. Качество воды у нас улучшится, у нас не было даже лаборатории на водоканале. Там, я же говорю, техника, лаборатория, там долги. Это все, я думаю, за эти годы мы должны порешать, приложить все усилия. Много проблем и в подведомственных организациях. Главной из них является отсутствие необходимой спецтехники. Это сказывается на эффективности работы. Проблемы с техникой во всех организациях, и СМУ, и водоканал, и благоустройство. У нас и ЖЭК, ЖКХ, все это, у нас вся техника фактически развалена. Там процентов на 60-70 они у нас устарели. Вот. Надо каким-то образом, я не знаю, будем добиваться, чтобы новую технику какую-то приобрести для города. Особое внимание будет уделено и благоустройству придомовых территорий и ремонту муниципального жилья. Уже сейчас в некоторых многоэтажных домах меняют парадные двери и подъездные окна. Планируют провести и массовые субботники. Рядом, где дома, эти корпуса стоят, над озером прямо, мы там 3 площадки, которые будем благоустраивать. Буквально на днях начнем их делать, и бордюры, плитки, и чтобы стоянки для машин были, и все прочее. Эти 3 двора мы будем благоустраивать. Перед новым главой городской администрации стоит масса вопросов, которые требуют немедленного решения. Однако, по словам Гену Каджаева, он понимает, что работа мэра требует много сил и отдачи. Он готов к трудностям. Главное – привести город в надлежащий вид, чтобы его жители были довольны, подчеркнул Каджаев. Стелла Бязарова, Арнольд Харебов, Вера Схавребова. Информационный выпуск сегодня. Исключительно в интересах своей родины и нашего народа. За свою жизнь Борис Ильозович Чочиев сделал много для развития Южной Осетии. Он был рядом со своим народом как в тяжелые для нашего государства годы, так и в мирное время. И где бы он ни работал, какую должность бы ни занимал, судьба народа Южной Осетии всегда для него была первична. Трудно говорить о Борисе Ильозовиче Чочиеве в прошедшем времени. Человек, стоявший у истоков становления республики, защищавший ее интересы и в любой ситуации остававшийся преданным своему народу, не справился с тяжелой болезнью. Прошел год со дня смерти. Слушайте, Борис, Бодис, на интеллигенции меня стоит. Каже, я шарт, я ару, я энергии, я зонанат. Huvudrotta, jadame szombonen. Alle salmide hajadiszák, fecsalközdeste te, Respublika Rasitte bonte, bire riszkodásodi, segder patriotte, keste rajstoj, eme regrembeste szombonokodik, utoludon szenedis variszter. Полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования, исполняющий обязанности председателя правительства Южной Осетии, долгие годы был сопредседателем смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-остинского конфликта от юго-остинской стороны. Выйдя на пенсию, Борис Чочиев покинул политику, занимался домом, семьей и садом. В памяти родных, друзей и близких он жив, о нем не говорят в прошедшем времени. Специальные репортажи о Борисе Ильозовиче Чочиеве смотрите после нашего выпуска новостей. А сейчас к другим темам. Улучшение качества дорог в селах республики в приоритете каждой районной администрации. Работа в этом направлении продолжается. Сотрудниками коммунальной службы Знаурского района были благоустроены еще несколько дорог. Подробности в материале Алены Оттаевой.
Коммунальщики из Наурского района отремонтировали дорогу в село Малда. Она находилась в удручающем состоянии, не пройти, не проехать. Наконец, многолетняя проблема решена. Проезжая часть протяженностью более 4 километров отсыпана гравием, выровнена и утрамбована. Аналогичные работы проведены и в селе Ходабул. مثلا فندق لیکودی فلوگ دون فلوگ پاستی خستست به دون کرای ول دیادی آخه شدست سا شرم بند از ناشتا که فلوگ کتم فندق سارس تامای ما روز نگسته کت سبام برستونف تامای ما هفته وقت خدا بولی سخدار دیس فندق پروبلمات دون پروبلمات هودون در اسکوچاک کندر شدسته Работы на объекте будут завершены в течение дня. В планах местных властей сделать все возможное, чтобы в пустеющие населенные пункты возвращались люди. А для этого в первую очередь необходимо обеспечить их питьевой водой и нормальными дорогами. ما شما یادم سازار قوت مخصوصی تخصم سایرگ در پروبلمات است فندق مدون نرایون خیشات هرن نخیشات نمیست ما سخت لور مگس که район гецел сахтадар ками урдам дар фандак торозу. Постоянно проживающих семей в этом селе всего 5. Летом приезжают и дачники. Сельчане отмечают, что рады новой отремонтированной дороге. Van dagen met die vallen doen verlast, dan als ik heb dat dit dat je alles in boy daar. Sasharam bombirat, maar na gisha و dan van dagen zorgste berganam شرجت نالی فلا افت زاجنا منا چیماجی هودون اشتر بوزنگ زغنچ دونه مخت خورزستم جبخستم دونه شاونم سودت نمی یلکم در خیروز مشاو. Районные власти планируют провести аналогичные работы и в Бухарико, и в селах Зиватской сельской администрации. Алена Алтаева, Заур Остаев, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня. В Краснодарском крае прошли тренировочные сборы по плаванию. В них приняли участие спортсмены из нашей республики. У юных пловцов была возможность отточить свое мастерство в профессиональном тренировочном комплексе для достижения еще больших успехов. Сюжет Агунты Губозовой. Воспитанники спорткомплекса «Олимп» приняли участие в тренировочных сборах, которые проходили в Краснодарском крае. В Центре спортивной подготовки «Фанагорец» команда юных пловцов на 15 дней погрузилась в атмосферу спорта и отдыха. Задачи, поставленные на этот сбор, у нас выполнены полностью. Во-первых, конечно, выполнен тренировочный план. Дети занимались на воде 2 тренировки в день и на суше. Помимо зарядки, где была общая физическая подготовка, скажем так, были проведены занятия в залах. По словам тренера, ее подопечные достигли новых успехов. Была возможность поработать над техникой, проработать функциональные способности каждого пловца. Мы занимались и с набивными мячами, и с фитболом, и на силу, то есть максимум акробатика, то есть максимум тех упражнений, которые здесь мы даже не могли, скажем так, в полной мере выполнить. Тренировки по плаванию в спортивных зонах центра сменялись активным отдыхом. Знакомились с достопримечательностями города, купались в море, посетили этнокомплекс Атамань. Постарались максимально сочетать и тренировки, и оздоровление. Поехали за счет средств президента Республики Южная Осетия и за счет Министерства обороны, которое тоже, в общем-то, нас поддержало. Минувший спортивный сезон сложился удачно. Юные пловцы достойно выступали на соревнованиях различного ранга, выполняли очередные разрядные нормативы и устанавливали личные рекорды. Сейчас юные спортсмены усиленно готовятся к новым стартам, которые пройдут в сентябре. Агунда Губозова, Альдина Чехоева. Информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды на завтра, 23 июля. По
По всей республике завтра будет облачно с прояснениями. В Знаурском районе днем плюс 20, ночью плюс 14. В Заурском районе днем 21 градус тепла, ночью плюс 12. В городе Койса днем плюс 17, ночью плюс 10. В Ленигорском районе днем плюс 22, ночью плюс 13. В Цхинвале днем плюс 21, ночью 13 градусов тепла. Я благодарю вас за внимание и хороших вам выходных.